В феврале 1919 года башкирские войска и башкирское правительство неожиданно для белого командования перешли на сторону Советской Республики. Последовавшие после этого увещевания верховного правителя Колчака и его генералов явно запоздали, а потому не возымели никакого действия. Белое движение не сумело в полной мере воспользоваться национально-освободительным порывом и военным потенциалом башкирского народа для борьбы с большевизмом. При желании белое командование могло бы мобилизовать десятки тысяч башкир на территории Малой Башкирии и Уфимской губернии в боеспособную армию, которая без сомнения выбила бы большевиков с территории Южного Урала. Но для этого нужно было бы прибегнуть к сотрудничеству с башкирским правительством, ибо башкирский народ хотел воевать за автономию Башкортостана. А это уже не входило ни в планы директории, ни тем более Колчака. В борьбе с большевизмом Колчак и его генералы хотели управлять деэтнизированной военной силой. Но они не учли одного. За абстрактную идею, не учитывающую национальных интересов, не хотели воевать не только башкиры, но даже донские, уральские и сибирские казаки. Момент, когда можно было повелевать массами, используя методы царской России, был упущен. 2 года, прошедшие со времени февральской революции, кардинально изменили сознание народа. Это уже была не монолитная масса, сцементированная идеей монархии, а конгломерат сословий, классов и партий со своими собственными интересами, зачастую противоречащими друг другу. Этого не могли или не хотели понять белые генералы. Потому и проиграли войну за Урал, за Сибирь, за Россию. Колчак, как известно, оказался абсолютно безвольным человеком. В общем-то, им манипулировали его ближайшие генералы, и, соответственно, политика устроилась на основе очень узкого круга лиц из числа генералов. Любая армия, армия красных, армия белых, формировалась в основном из крестьян. И отношение крестьян, скажем, к большевикам и к белым в определенном смысле варьировалось в зависимости от ситуации. Естественно, что популярность армии Колчака была достаточно такой невысокой, потому что он приступил к возрождению прежних принципов управления, возвращению собственности помещикам, пересмотра земельной реформы, которые в свое время провели большевики, ну и так далее. Да? То есть их отношение к Колчаку было достаточно осторожным. Соответственно, боеспособность армии Колчака в определенной степени зависела от того, насколько ревностно крестьяне служат в этой армии. Как только успехи белых закончились, началось массовое дезертирство, и крестьяне разбежались по домам. Колчак на востоке России, Деникин на юге не соответствовали своими способностями уровню стоявших перед ними задач. Они вели узкоклассовую националистическую политику, неспособную втянуть в свой фарватер широкий спектр антибольшевистских сил. Проблема Колчака была проблема именно Колчака. В этом заключалась трагедия Восточного фронта и в целом белого движения, начиная с 18 года. Дело в том, что Колчак был морской офицер. Он был замечательный географ, путешественник, морской офицер, который героически себя вел на Балтийском и Черноморском флотах, но он не знал русскую армию. Он не знал эту пехоту, он не был на фронтах Первой мировой войны, долгое время находился за рубежом в качестве представителя России в Соединенных Штатах. И этот человек был очень далек от политики. Поэтому приход к власти Колчака, в общем-то, закономерным итогом должен был показать крах этого всего белого движения. Колчак была не та фигура, которая могла возглавить белое движение. С точки зрения военного, он был моряк, и он доверял сухопутным генералам. Но кто были сухопутные генералы? Это были те прапорщики, поручики, штабс-капитаны, которые в ходе боевых действий 18 года вдруг сразу стали полковниками и генералами, которые не имели боевого опыта, а в Красной армии служили настоящие царские генералы, опытные и служившие на фронтах и знавшие войну. Осознание гибельности этого пути с опозданием, но все же пришло. Барон Врангель, последний вождь Белой России, так говорил о причинах неудач белого движения. Причины эти чрезвычайно разнообразны. Резюмируя их, можно сказать, что стратегия была принесена в жертву политике, а политика никуда не годилась. Вместо того, чтобы объединить все силы, поставившие целью борьбу с большевизмом, проводилась политика добровольческая,
как то частная политика, руководители которой видели во всем, что не носило на себе печать добровольцев, врагов России. Дрались и с большевиками, дрались и с украинцами, и с Грузией, и с Азербайджаном, и лишь немного не хватало, чтобы начать драться с казаками. В итоге, провозгласив единую, великую и неделимую Россию, пришли к тому, что разъединили все антибольшевистские русские силы и разделили всю Россию на целый ряд враждующих между собой образований. Со страниц крымской печати, апрель 1920 года. Барону Врангелю в силу его аристократического воспитания было не с руки переходить на личности, поэтому послушаем современных авторов, не стесненных сословными условностями и рамками академической науки. Вот что, например, пишет Михаил Веллер, один из наиболее растиражированных авторов последнего времени. Генералы соперничали между собой в славе и положении, кто более начальник, за кем будет больше заслуг. А в результате 40-летние таланты Слащев, Врангель, Капель, продолжает Михаил Веллер, гнобились ревнивым начальством. Они воевали в определенных для них и ограниченных рамках, а стратегии ведали бездарности вроде Деникина, который устраивал окружение своей мягкостью, или истерики вроде Колчака, который хотел категоричностью возместить недостаток организационных способностей. Они не сумели договориться даже с казачеством, ярой и самой боеспособной силой гражданской войны. Им требовалось лишь признать независимость ряда областей казачьего войска, их государственность и вместе воевать против большевиков? Не-не, единое и неделимое. И казаки вертали в сторону. То воевали бок о бок с белыми, то уходили домой, то расслаивались на белых и красных казаков. Сказанное Михаилом Веллером справедливо и по отношению к башкирам. И цели у них не было. Они хотели сделать все как раньше, а потом собрать учредительное собрание, и оно решит справедливую и законную жизнь. Увы, Российская империя распалась в стадии дегенерации. Они не могли не проиграть. Мощному позитиву и мощному террору красных белые не противопоставили ни того, ни другого. Михаил Веллер. Гражданская история безумной войны. Понятно, что возвращаться во времена дегенерирующей империи уже никто не хотел. Поэтому идеалы белых были большинству населения не только непонятны, но и ненавистны. Певец башкирской революции, поэт Шейхзада Бабич, незадолго до своей гибели написал стихотворение, в котором объяснял причины перехода башкир на сторону Советов. «Мы встали на сторону красных за тем, что они наш оплот. Они поддержали, признали свободный башкирский народ». Звучит большевистское слово «Должна быть любая страна, свободную и автономной, со всеми на свете равна». А Дутов, Колчак повторяют: хотят автономию взять? Нет, лучше уж малым народом под дудку буржуя плясать. Гибель Шейхзады Бабича стала зеркальным отражением всей степени трагизма, произошедших в феврале 1919 года событий. Башкирское движение оказалось между молотом и наковальней. Нахождение в лагере Колчака было невыносимым для национального чувства башкир, а переход на сторону заклятого врага в лице советской власти противоречил здравому смыслу. Именно поэтому в вышеприведенном стихотворении поэта чувствуется некоторая натяжка в стремлении представить большевиков в роли борцов за народное счастье. Поэт пытается убедить солдатские массы и самого себя в необходимости этого злосчастного перехода. Шейхзада Бабич поверил, или скорее всего хотел поверить в новую реальность, но по ту линию фронта его ждала лишь мучительная казнь. Поэт был зверски убит красноармейцами в поселке Зилаир. По всей Малой Башкирии катилась волна расстрелов солдат башкирской армии и мирных жителей. Такова была цена тактической ошибки башкирских лидеров. Сначала они санкционировали переход башкирских войск на сторону Советов, и лишь затем стали договариваться с центральной советской властью об условиях этого перехода. 22 февраля Валидов связался по телефону со Сталиным и заявил ему, что советская власть тянет с утверждением Башкирской Советской Республики, а башкирские части тем временем подвергаются репрессиям.
В следующем разговоре со Сталиным Валидов заявил, что отказывается проводить в жизнь Башкирскую Советскую Республику, если у последней не будет собственного национального войска, и задал вопрос в лоб: признает ли советская власть нашу автономию и сохранятся ли наши войска? Сталин попросил Валидова лично приехать в Москву, однако тот ответил, что приедет не раньше, чем будет подписано предварительное соглашение в Реввоенсовете Восточного фронта. Одновременно Мирсаид Солтангалиев, председатель Центральной мусульманской военной коллегии при Комиссариате по военным и морским делам, в докладе руководству РСФСР сообщил, что башкиры перешли к нам вовсе не потому, что их к этому принудило военно-стратегическое положение, а потому, что произошел перелом в их сознании в смысле признания необходимости советской власти и отдачи всех сил против Колчака. Переговоры уже перенеслись. Это штаб Реввоенсовета Восточного фронта. Там было это предварительное подписание вот этого соглашения даже. Потому что Заки Валидей, лидеры башкирского движения, решили наградить, что действительно будет ли вот такое подписание соглашения. И даже предварительное вот подписание состоялось. Там Реввоенсовет тогда находился в Симбирске. Потому что Реввоенсовет, здесь военные действия велись, что это было очень важно. Потому что это основная сила здесь на востоке страны. Вот, советской страны, Реввоенсовет. Поэтому они хотели убедиться, что вот этот Реввоенсовет всего Восточного Совета поддерживает вот эту идею башкирской автономии. Вот с какой целью было сделано. 7 марта 1919 года делегация башкирского правительства в составе Мухаммед-хана Мстислава Кулаева, Муллаяна Халикова и Абдрашита Бигбавова прибыла в Москву. Примерно тогда же прибыл в Москву и сам Валидов. Он встречается с Троцким, Каменевым, Пятаковым. Особенно частыми были встречи со Сталиным, который, будучи наркомом по делам национальности, делал все возможное, чтобы создать у Валидова позитивное впечатление о лидерах большевиков. Валидов пишет в своих воспоминаниях: «В Москве нас устроили в гостинице «Метрополь». Сначала я встретился со Сталиным и Троцким. В газете «Правда» за 2 марта 1919 года Сталин опубликовал в связи с нашим переходом на сторону Советов статью «Наши задачи на Востоке». В Москве мы поняли, что наше положение достаточно прочно. Это довольно подробно объяснил нам и Сталин во время встречи в Наркомате по делам национальностей. Он толковал о глубоком доверии ко мне, о том, что считает меня революционером, лишь по ошибке временно оказавшимся в стане белых. Старался уверить меня в том, что если бы я прибыл в 1918 году, когда он приглашал меня, все было бы как нельзя лучше. Мы встречались чуть ли не каждый день. Он пытался выведать у меня сведения о видных деятелях Востока, о моей дружбе с ними. Я делал вид, что не понимаю, с какой целью он добивается этого. Московские улицы утопают в сугробах, вспоминает Валидов. Ездить на автомобиле было невозможно, поэтому Сталин пользовался мотоциклом. Однажды я ехал на одном с ним мотоцикле с коляской. С верхнего этажа многоэтажного дома бросили какую-то вещь, завернутую в бумагу. Сталин по этому поводу пошутил: «Это ночью бы бросили, но учитывая, что скоро проедут один народный комиссар и один почтенный представитель Востока, оказали честь, бросили днем». Короче говоря, Сталин старался установить со мной доверительные отношения и использовать это в своих целях. Цели Сталина понять было немудрено: приручить Валидова и, используя его авторитет в странах Востока, проводить там политику советизации. Между тем переговорный процесс вошел в завершающую стадию. 16 марта вопрос о договоре с Башкирской автономной Советской Республикой был обсужден с участием Ленина на заседании ЦК РКПБ, а на следующий Валидов и Кулаев уже были на личном приеме у вождя мирового пролетариата. В те дни шел 8-й съезд партии. 19 марта Ленин вступает на заседание в публичную полемику с Бухариным, противником самоопределения малых народов. В качестве примера тактической целесообразности соглашений с буржуазными националистами Ленин привел свою встречу с премьер-министром Финляндии Свинхувудом.
Когда мне пришлось в Смольном давать грамоту Свинхувуду, представителю финляндской буржуазии, который сыграл роль палача, как это было нехорошо. Но это нужно было сделать, потому что тогда эта буржуазия обманывала народ, обманывала трудящиеся массы тем, что москали, шовинисты, великороссы хотят задушить финнов. А вчера разве не пришлось тоже сделать по отношению к Башкирской республике? Из смысла партийной полемики Валидов понял следующее. Ленин и его соратники считают соглашение с нами явлением временным. В будущем нас, как узбекских мул и финских капиталистов, они отбросят в сторону, а власть передадут в руки членов коммунистической партии, которых выпистывают со временем. Но о том, что мы разгадали их намерения, не стали говорить ни друзьям, ни врагам. Наконец, 20 марта 1919 года, то есть на следующий день после ленинского выступления на съезде, увидело свет соглашение Центральной советской власти с башкирским правительством о советской автономии Башкирии. От советской власти под документом стоят подписи Ленина, Сталина, Владимирского и Янукидзе. С башкирской стороны Кулаева, Халикова, Бигбалова. Очень уже своеобразный и был кровопролитный был путь Башкирской республики, во-первых. Ее признание, потом заключение соглашения, именно, скажем так, во-первых, было продиктовано стремлением большевиков сохранить народы Российской империи в тех же рамках, это безусловно, в тех же границах. Во-вторых, упрочить свою власть, укрепить. Я думаю, вот этим было продиктовано. И в-третьих, они безусловно понимали, что они не только упрочат свою власть, они становятся политически сильнее, признав такие, скажем так, нерусские народы с их республикой. В пункте номер 1 было записано: автономная Башкирская Советская Республика образуется в пределах Малой Башкирии и составляет федеративную часть, входящую в состав РСФСР. Ее экономическую самостоятельность обеспечивал пункт номер 5. Железные дороги, заводы и рудники на территории Башкирии остаются в непосредственном ведении Центральной советской власти, причем при распределении продуктов местной промышленности запросы и нужды Башкирской Советской Республики удовлетворяются в первую очередь. Таким образом, автономия обладала широчайшими правами, каких не имели в будущем союзные республики в составе СССР. Пункт номер 9 гласил: в целях укрепления советской власти в Башкирской Советской Республике и борьбы как с российской, так и мировой контрреволюцией организуется отдельная башкирская армия в составе одной 4-полковой кавалерийской дивизии и одной 3-полковой стрелковой бригады, подчиняющейся общему командованию и управляемая согласно положению о Красной армии. Я хотел бы обратить внимание только на один интересный пункт. Ведь соглашение речь идет о том, что Башкирская автономная республика сохраняет свою национальную армию, по существу, понимаете? Это Башвоенкомат имел такие же права, как военный округ целый, понимаете? То есть это права военного округа распространялись и на права Башкирского военного комиссариата. Почему? Потому что Ахмед Заки Валидов всегда говорил, что без собственной армии мы не представляем эту автономию. Если у нас не будет силы, никто с нами не будет считаться. Таким образом, в марте 1919 года возникла Башкирская республика, которая среди других автономий, перечисленных в конституциях Советского Союза, была первой по дате образования. Провозглашенная еще в марте 1917 года, Башкирская республика не могла вполне реализоваться из-за гражданской войны, а также ввиду противоречивой позиции белых, когда дело касалось ее признания. Камуч признавал право башкира на автономию, но официальный документ, подтверждающий ее признание, так и не был принят. И вот большевики отважились на этот ответственный шаг. В отличие от других автономных республик России, которые создавались после 1920 года, Башкортостан был реализован не в результате декрета власти, спущенного сверху, а двухстороннего договора.
Это принципиальная разница между Башкирией и другими республиками, вошедшими в состав Советской России. Свою автономную республику башкиры завоевали с оружием в руках. Что Башкирская автономная республика возникла на основе соглашения двух правительств. Башкирского правительства с одной стороны, с другой стороны рабочее крестьянского правительства, центрального правительства. А другие автономии были образованы декретами, спущенными сверху. Тимофей Сидельников, уполномоченный Ленина в Башкирии, писал, что военное происхождение Башкирской республики не может подлежать сомнению. Лучше всего в республике поставлено военное дело, едва ли не лучше, чем в соседних губерниях и неизмеримо выше, чем у киргизов. Здесь действуют в одном направлении бунтарские традиции башкир, не раз поднимавших оружие против царей, и хорошая военная выучка, какую они проходили, отбывая воинскую повинность. Воевать и организоваться в военном отношении башкиры могут, конечно, во всем пользуясь готовыми рецептами своих союзников. Вчера колчаковцев, сегодня Красной Армии. Я бы отметил тут юридическую сторону этого договора. Равноправный договор совершенно заключается между равными сторонами. Стороны должны быть юридически равные. В данном случае, хотя соглашение было башкирского правительства, как равная сторона здесь выступала формально, со своим правительством, со своими, значит, законами и так далее, в Москве, значит, на переговорах. Фактически положение дела отнюдь было, конечно, не так. И именно поэтому впоследствии вот пункты этого договора Центральной советской власти стали нарушаться. То есть я бы сказал так, что тезис вот западных немецкой, например, Гуга Гроции и Макиавелли писали, что договор, заключенный между неравноправными сторонами, значит, безусловно, будет нарушаться сильной стороной впоследствии. Так оно и вышло. Но, повторяю, при заключении договора они выступили абсолютно как равные стороны. Но полученную автономию теперь нужно было еще удержать. Дело в том, что если в большевистских верхах идея федерации была принята, то в региональных большевистских организациях преобладали левацкие настроения, которые трансформировались в пролетарский шовинизм. Куйбышев, например, писал, что командиры и комиссары Первой Красной Армии, зная о достигнутых соглашениях между Центром и башкирским правительством, продолжали утверждать о недопустимости национальных формирований и оставления частей башкирского корпуса при оружии, так как Россия должна быть единой без всяких автономий. На заседании Оренбургского ревкома 2 марта 1919 года было сказано: «Центр стоит за широкую автономию народностей хотя бы для того, чтобы создать иллюзию автономии, чтобы каждый народ потом сам отказался от автономии. С другой стороны, башкиры могут перейти в противном случае на сторону Белой гвардии, поэтому автономию Башкирии нужно признать». Опасения Оренбургского ревкома о том, что башкиры могут вновь перейти на сторону Белой гвардии, весной 1919 года стали сбываться. Башкирский корпус прекратил свое существование. Часть солдат осталась у белых, другая часть была записана в Красную армию или разошлась по домам. Наконец, третья часть продолжала считаться башкирским войском, статус которого оставался неясным. Валидов требует от Троцкого скорейшего учреждения башкирской Красной армии и отправки ее на фронт. Чем вызвано такое рвение? Понятно, что не пролетарской ненавистью к эксплуататорам. Валидов и его соратники надеялись, что появление на линии фронта красных башкирских частей остановит вакханалию террора и насилия, чинимую частями Первой Красной армии. Несмотря на официальный переход башкирского войска и правительства на сторону Советов, и заключение двустороннего договора, красный террор по отношению к башкирскому населению продолжался. Он был обусловлен отнюдь не требованиями так называемой классовой борьбы. Он носил явный шовинистический окрас. Хотели автономии?
«получите», приговаривали красные командиры, расстреливая ни в чем не повинных крестьян. Башкирский ревком, как теперь называлось башкирское правительство, чуть ли не ежедневно отбивало телеграммы Троцкому, сообщая о новых случаях бесчинств Красной армии. И вот в марте 1919 года белые начинают наступление на запад. 13 марта они захватывают Уфу. По приказу Троцкого Башревком эвакуируется в Саранск, став таким образом правительством Башкирии в изгнании. Белые были в курсе происходящих между башкирами и большевиками неурядиц, а потому предприняли попытку установить контакт с лидерами башкир. Валидов пишет, что союзники во Владивостоке открыли междусоюзную комиссию по снабжению российских правительств, борющихся против большевиков. И нам, башкирам, было предложено генералом Гайдой получить от этой комиссии оружие и все необходимое. Но дважды в одну реку не входят. Выбор башкирского правительства был сделан, чего нельзя было сказать о всем башкирском населении края. Реввоенсовет 5-й Красной армии сообщал: башкиры в огромном большинстве вступили добровольно в Белую армию. Оставшиеся в тылу у нас нападают на наши обозы и отдельных красноармейцев, которых уродуют. Вражда между рабочими и крестьянами, русскими и татарами с одной стороны и башкирами с другой достигла большой остроты. Объясняется это тем, что башкиры – землевладельцы, а остальные – арендаторы. Информационный отдел 1-й Красной армии дополняет картину. Башкирский шпионаж в пользу белых процветает. Башкирское население часто производит нападения на красноармейцев. Таким образом, башкирский народ, вкусив большевистского рая, опять толпами пошел в Белую армию. Многие, безо всякой идеологии, просто чтобы выжить в условиях красного террора. Белый эмигрантский писатель Роман Гуль писал о событиях весны 1919 года. Дерется под Вяткой ударная башкирская дивизия князя Голицына. Башкиры, ожесточеннейшие против красных часть. Снег еще лежит серебряным пластом, а башкиры-лыжники обгоняют отступающих красных, бьют с тылу, сочетая с ударами в лоб. Смял красных князь Голицын. Именно поэтому Валидов требовал от центра скорейшей комплектации башкирской Красной армии, резонно полагая, что в противном случае они окажутся в рядах армии Колчака. Так, собственно, и получилось. К осени 1919 года половину Южной армии белых под командованием генерала Белова составляли башкиры, в том числе знаменитая бригада Мусы Муртазина. Сам генерал Белов свидетельствует: башкиры дружелюбно относились к наступающим правительственным войскам, встречали хлебом-солью. Многие шли добровольцами в наши войска, как знатоки местности, и успешно выбивали красноармейцев из деревень. Такое благожелательное отношение башкир к нашим войскам в значительной мере способствовало продвижению последних в указанных районах. Отступающие красноармейцы, видя в башкирах непримиримых врагов, терроризировали и грабили башкир. В результате башкиры впали в нищету, окончательно разорены и обречены на голодную смерть. В свою очередь и Башревком не сидел сложа руки в Саранске. Башкирское правительство, используя все имеющиеся средства, форсировало организацию новой башкирской армии, теперь красной. В июне 1919 года Башревком обращается к населению занятых белыми районов. Башкиры Тамьяна, Тангаура, Тамьян-Катая, Усергана, Златоуста, Челябинска, Шадринска и Красноуфимска, поймите, что среди наших башкирских войск воюют ваши дети, ваши храбрые джигиты. Наша башкирская Красная армия в недалеком будущем с прибытием на фронт берет на себя обязательство освободить вас из-под власти Колчака. Башкирская Красная армия действительно прибудет на фронт, только не на тот, на который чаял отправить ее Башревком.